оскорбляла полностью нашу нацию и нашу религию. Первый молоток у нее слетел из рук, она слезла, взяла второй, у нее уже второй молоток был, взяла второй молоток, начала бить уже стоя на ногах, на земле по памятнику. После нескольких ударов 3-4, она села в автомобиль, закрылась и начала цветным скотчем клеить на своем автомобиле на кресты. На торпеду выложила кресты, там иконы. На вопросы она не отвечала. У меня в голове не укладывается вообще, что должно случиться с человеком, чтобы она впитала в себе столько ненависти. Я вообще считаю, что это все результат пропаганды. Взять тот же последний нашумевший видеоролик Рудова, историю с учебниками. Такой вопиющий акт не должен остаться безнаказанным. В любом случае человек, совершивший такой вандализм, должен понести наказание. Полиция возбудила дело по статье «Мелкое хулиганство». Почему не вандализм? По факту это вандализм, и сами полиция подтверждает это. Но поскольку данная памятная стела не находится в реестре памятников, ее как бы здесь нету, да, по идее это не внесен в реестр. Сейчас дано распоряжение нашим службам в администрации внести данную стелу в реестр памятников, в реестр охраны культурного наследия, памятников охраны культурного наследия, для того, чтобы у него был юридический статус. Но пока этого нету, поэтому это звучит как мелкое хулиганство. Суд вынес решение задержания на 10 суток, административный арест, принял решение. Проходит сейчас доследственные мероприятия. Пока мы понять не можем мотивы данного преступления. На мой вопрос этой женщине, какой мотив двигал вами, когда вы совершали это действие, я был послан далеко. То есть в такой оскорбительной форме она дала ответ, но я понял сразу, что человек находится в каком-то либо неадекватном состоянии, либо с каким-то психическим расстройством. Безусловно, мы все понимаем, что верующий человек, какой бы он ни был веры, православной, мусульманской, другой веры, он себе такое не позволит. Этот знак, он знаменует не только нашу национальность, потому что там и написаны аяты из Корана, бисмилляхи рахмани рахим, и полумесяц есть наверху. Это касается и нашей религии. И, конечно, неприятно было услышать такую новость. Мы живем на своей родине, мы живем в Крыму. Наша религия нам говорит и призывает жить в мире и согласии. Поэтому лишний раз, да, может, человек сделал это, не знаю по какой причине, что на нее нашло, но нельзя, например, осуждать какой-то народ или какую-то религию, потому что, может, это специально спровоцировали.